С этого места Узунлар начинался. С правой стороны мы видим, были жилые дома, вот где горки, это разрушенные дома. С левой стороны аутлер бареда и также дома. Когда-то здесь, на берегу Узунларского озера, кипела жизнь. Работал колхоз и птицефабрика. Местные жители выращивали пшеницу и занимались животноводством. Сейчас о некогда процветающем селе Узунлар в этой степи напоминают лишь разбросанные в траве осколки черепицы и камни. Этот камень был найден в селе Узунлар, в моем родовом селении. Этот камень мы вместе увидели с Аблязизом, проект Гайрет. Этот камень, здесь такое еще железное было, его мололи пшеницу. Для пшеницы она была предназначена. Первые упоминания об Узунлар относятся к XVIII веку, но жизнь здесь била ключом гораздо раньше. Один из памятников истории села – хорошо сохранившийся колодец с пресной водой. Воду жители Узунлар собирали и в специальных прудах – аутах, которые заполнялись после дождей. А еще в Узунлар из земли била нефть, которую местные жители использовали в быту. Жермай Узунлардан Козауылға кеткен yolda да бір чұқырда бар екен. Узунлардан кеткен адамлар, ашлық алып кеткен адамлар, Козауылың дегірменшінің рижасынан шу чұқырдан метейлерге толдырып, жермайны толдырып, алып бара екенлер. Дегірмен шу жермайнен çalışқан. До войны в Узунлар проживало 50 семей, только 2 из которых были не крымско-татарскими. Здесь был один из самых успешных колхозов, работала начальная школа и мечеть. Богатая история села Узунлар описана в книге, изданной в 2018 году Нариманом Баталовым. Вместе с сестрой он долгие годы собирал воспоминания уроженцев Узунлар, редкие фотографии. Для автора эта книга прежде всего дань уважения своим предкам, а также большой труд для всех выходцев из Узунлар. Benim ecdatlarım hepsi Keriş Yarımadası'nın şanlı Uzunlar köyünden olganlar. Babam Yakup Batalov, Kartbabam Batal Umerbek oğlu. Kartbabam kolxozunun, Uzunlar kolxozunun tarlalarında brigadir muavini olup çalışkan, Cenk'ten evvel. Cenk başlanған yılı, cenk başlanғанынан оны 5 balalı adamına 46 yaşında Cenk'e alғанlar. Kartbabamмен beraber Cenk'e, babam da 17,5 yaşında ekende ketken. На фронт ушли 58 жителей Узунлар, почти половина из них погибли. Отец Наримана Баталова после войны отыскал свою семью уже в Узбекистане, в ссылке. Вместе с отцом они составили генеалогическое древо. Bu şecerede 8 neslinin adamları yazıldı. Şimdiki vakitte endi 9. ve 10. nesillerinin balaları doğdular. Sülale başı Bolat Akay деген adam olgan. Bizler Batalovlar Bolat Akay'ın Şerif oğlu, Şerif dedemizin pıtağındamız. Имена довоенных жителей Узунлар можно увидеть и на этой карте села, составленной его уроженцем, покойным Хаджибадином Сидшаевым. Здесь отмечены все достопримечательности Узунлар – дома и ферма, ауты и колодцы, мечеть и школа. При выходе села на пристань был прадедодом Аджибекирова. Здесь вот мы аут видим, он сохранился. Кладбище, часть кладбища размыта. Дедушка родился не в самом Узунларе, он родился в Саремени. Их раскулачили, они были вынуждены уехать в Саремень. Ну, прадед и весь род наш тысячелетиями связан с этим селом.
В 1944 году жители Узунвар были выселены в Узбекистан. Родное село они больше никогда не видели. Сначала Узунвар было переименовано в Просторное, а затем и вовсе стерто с лица земли. Но село Узунвар не было забыто. После возвращения крымских татар на родину здесь проводились встречи односельчан, которые тоскуют по родному селу и помнят его славную историю.